действительно, татарские женщины в начале 20 века уже проявляли себя достаточно активно, и это, на самом деле, стереотип «забитая женщина Востока», мусульманского Востока в Паранже, если мы возьмем татарскую историю. Как раз мы видим, что и сфера образования развивалась достаточно интенсивно, и школы открывались. Достаточно сказать, что в 16 году, в 1900, в Казани открылась первая татарская гимназия. То есть выпускницы этой гимназии получали такие же свидетельства, как и русские гимназии. У татар не было мужской гимназии, но была женская гимназия. И это все открывала Фатыха Аитова, а поддерживал ее тоже вот муж, купец Сулейман Аитов. То есть в этом смысле вот этот татарский женский вопрос, он очень активно поддерживался и мужчинами. То есть это было такое вот как раз Фатыха Аитова, она вот руководила этой школой. И вот в контексте вот этого образования уже появлялись какие-то другие тоже направления. Та же самая Мухлиса Буби, она тоже в обычной татарской деревне Ижбубе, это современный Агрызский район, тогда это Вятская губерния, вот Сарапульский уезд, она вместе со своими братьями там тоже заведовала школой, и они выдавали свидетельства. Это тоже был очень важный юридический момент. Остальные женские школы не выдавали свидетельства на право преподавания. И потом уже после 17 года она становится первой женщиной-судьей. Тоже для мусульман это и сейчас, наверное, да, такое прогрессивное явление. И далее мы видим, что были женщины-врачи еще до 17 года. Вот Разия Кутлуярова. Была женщина-математик, она окончила, вот Разия Кутлуярова, она работала в Оренбурге, родом из Касимова. И она тоже, в общем-то, создавала различные курсы, помогала вот татарским девушкам поступлению в русские гимназии уже. И дамское общество создавала мусульманское в Оренбурге. То есть совмещала с профессиональной деятельностью и общественную. И Сару Шакулову, может, мы покажем, наверное. Она окончила Сорбонну, математик, и тоже ее случай очень... Тоже из Касимова. Почему Касимов везде? Там все-таки население смешанное, и, видимо, влияние вот русских соседей тоже было сильным, влияние вот столичных городов. И там женщины из Касимова, они были более эмансипированы по сравнению, допустим, с казанскими татарками и другими регионами. И Сара Шакулова вот Сорбонну окончила, но ей пришлось в России подтверждать свой диплом, поскольку вопрос о высшем женском образовании в России тоже был еще не разрешенным. И также мы можем там отметить, конечно же, нашу первую актрису Сахибжамал Гизатуллину Волжскую. Это тоже был вызов обществу. Вот как раз она... Это уже с 7-го года она выступала на сцене. К ней относились по-разному. То есть кто-то превозносил, ее открытки расходились там. Ну, буквально она была символом. А с другой стороны, были люди, которые критиковали, ругали, там, ну, вплоть до каких-то агрессивных действий. Но, тем не менее, вот она выдержала и вот доказала. И дальше уже мы видим после 17-го года, после февраля, как собирались мусульманские женские съезды. Это вот тоже забитая женщина Востока, да, заявляет о своих правах. Съезд проводят здесь, в Казани, в апреле 17-го года. И потом уже делегатки, они отправляются уже в августе того же 17-го года в Москву. И там была женская секция. И опять же они обсуждали вопросы равноправия. Было же многоженство до 17 года. И, конечно же, женщины выступали за моногамный брак. Вопрос о разводах тоже был очень сложный. Вроде бы в исламе разводы разрешаются, но есть развод талак, а есть хлюк, когда женщина сама разводится, но там какие-то вот последствия не очень удобные для женщины. И они это все пытались как-то вот скорректировать, и много-много других вопросов было, и вот активисток женского движения, ладно, мы уже не будем показывать, там были Амина Мухиддинова, Захида Бурнашева и много-много других прекрасных представительниц этого движения. Среди них много было очень учительниц и так далее. Символ женского движения начала 20 века – это наша Ханбике, Сюймбике. Действительно, в Российской империи складывалась очень интересная ситуация. Женщины владели недвижимым имуществом, то есть как раз вот какие-то сделки могли осуществить. Но что-то мне это напоминает. Но, например, у них не было своих паспортов. Они были, у них могли максимум получить вид на жительство с разрешения мужа там, или другого мужского родственника. Они даже имели право голоса, когда вот, проходили выборы в городские думы, потому что они были владельцами недвижимого имущества. Но отправляли на выборы по доверенности. Опять же,
раньше мужчин, родственников. И вот этот случай тоже она могла оформить через доверенное лицо вот свое имущество. Вот, Доверенное лицо мужа. муж, брат, другой вот мужчина, родственник. После Первой мировой войны там другая ситуация. Женщины уже были вынуждены идти на трудовой рынок, там, заниматься какими-то работами. То есть до войны, может быть, они сидели дома и были довольны своим положением, а вот уже в ходе вот этих военных реалий они, например, татарские женщины раньше особо не участвовали в полевых работах. То есть у них был дом, там двор и все, вот их зона, да. А дальше уже когда мужчины ушли на фронт, они шли уже работать. И опять же, учительницы шли работать в школу, потому что рабочие места освободились, некому было преподавать. Потому что татар мужчин как раз забирали на фронт. Изменились условия. Да, у русских мужчин, учителей были льготы, а у татар долгое время не было льгот. Там, только в 16 году только учителям дали, мугалимам. Ну, это такая специфика татарская, да. Вообще даже в татарском языке, вот вы говорили, редакторка, да, есть слово мугалима, там, учительница, или в русском языке, допустим, есть слово, тогда было женщина-врач, сейчас мы не можем так сказать, врачиха как-то грубо, да, как кабаниха, купчиха, а у татар есть прекрасное слово табибя, то есть вот это тоже ведь отношение, какое-то уважительное отношение к женщине.